Тувинская республика была народная, а вообще-то правильно арадская, да? То есть жили скотоводы, земледельцы, которых угнетала Маньчжурская империя, головы им отрубала к чертовой матери, понимаете? Потому что не так посмотрят куда-то, еще что-то. Могла ли советская власть присоединить Туву, ну, скажем, там, в 21 году? Да легко, как вы понимаете, да, там. Но они не стали этого делать, заметьте, да? И у Тувы было свое правительство, свои деньги, там, я не знаю, свои органы власти. И здесь что можно сказать? У нас этого, к сожалению, мало знают. Вообще стыдообище там. Несколько лет тому назад в Петербурге задержали человека на улице. Привели его там в суд, он и говорит, а что вы, как иностранец, тут вот без регистрации? Он говорит, я тувинец. Ну вот мы поэтому и спрашиваем. Понимаете, вот стыдообище-то. А Тува была первой страной, которая 22 июня 1941 года объявила Германии войну. Хотя, казалось бы, где Германия? Вообще там до нее не досмотришься. Они сделали это. Я вам скажу так, что под Москвой десятки тысяч людей в 41 декабре, очень тяжелая зима была и для нас тоже, были спасены тувинскими полушубками, тувинскими рукавицами, прекрасными лошадьми, которые не боялись там ни мороза, потому что, вы же знаете, у вас круглогодичное тут скотоводство, как и в Монголии. Да, это кажется, но это же не танк, да? Хотя тувинцы собирали деньги на танковые колонны. А ведь посиди в окопе целый день, а то и 2, а то и 3. Да, ведь немцы на это очень большое внимание обращали, что у них не было зимнего обмундирования, когда они до Москвы докатились, понимаете. У них тома там целые написано про русские морозы. А Тува и Монголия нам очень сильно помогли. И потом, ну, как вы сами знаете, да, тувинские добровольцы, я хочу это подчеркнуть, Тува была независимым государством. И, в общем-то, ну... Вот, скажем, Мао Цзэдун, сидящий там в пещерах недалеко от монгольской границы, ведь его Сталин просил помочь там добровольцами, хотя бы на заводы в тылу, да, потому что все же были на фронтах. Нет. А тувинские конники, добровольцы, да, они были направлены на наш фронт еще раз, хотя могли этого, естественно, не делать, да. И я, как германист, я знаю историю немецкую, я знаю, какой ужас наводили тувинские конники на германскую армию. Там Геббельс орал о бордах Чингисхана, которые, значит, там изрыгнули во второй раз там Азия, что вообще теперь... Ведь тувинские конники освободили столицу, ну, так называемого рейхскомиссариата Украины, ровно, вот где действовали наши партизанские отряды во главе с нашим выдающимся разведчиком Кузнецовым. Они прорвались на лошадях с шашками в город, захватили вокзал. Там немцы пытались их, это в феврале 44-го. Это Тува была независимым государством. В общем, могла бы ничего не делать, да. И когда вот вы сказали, там, потом она в октябре 44-го вошла в состав Советского Союза, это было естественно, это были братья по оружию. И вы знаете, честно говоря, Монголия это много раз просилась в состав Советского Союза, но там были свои, там, в общем, какие-то там, как сейчас говорят, политические нюансы. Я считаю так, что мы эту дату, в октябре этого года, 80 лет вхождения Тувы, так сказать, формально, Тува и была-то все время с нами, понимаете, в дружбе все время с нашим народом, мы это должны отметить. Мы год назад написали письмо президенту Российской Федерации о том, что юбилей вхождения Тувы в состав Советского Союза должен быть отмечен, но не какими-то обязательно, может быть, помпезными мероприятиями, хотя это, ну, выставку в Госдуме, я считаю, надо сделать. Еще мало знают, просто, понимаете, мало. Там провести, может быть, конкурс каких-то литераторов на эту тему, потому что Тувой руководил народный писатель. Понимаете, вот где это, так сказать, это что, частая вещь, но мы предложили принять специальную программу развития Тувы, особенно в части дорожного строительства, да, чтобы железная дорога появилась, но не такая, которая нужна для вывоза полезных ископаемых, знаете, вот одноколейная, нет. Для того, чтобы жители могли добираться до Транссиба, жители Тувы, в любую там, непогоду, и самое главное, ведь отчего такие высокие цены в Туве? Отчего квартиры стоят дорого? Да все стройматериалы завозятся не железной дорогой, которая дешевле, а завозятся автотранспортом. Из-за этого все дорого, понимаете? Вот были в артели инвалидов здесь, да, которые, ну, по зрению, да, они прекрасно все шьют там, в общем. Но материал для того, чтобы они сшили, хотя бы для наших там бойцов, и ватники, и просто постельные принадлежности, их завозят за 400 километров.
В результате все это нерентабельно, хотя люди готовы работать за, ну что там говорить, за очень маленькую зарплату, скажем так, да. Молоко и все остальное, все стоит дорого именно за, ну, фактически транспортной отрезанности Тувы, да. Ну, вот, скажем, Республика Алтай развивает туризм. Да, Тува ничем не хуже. Такие озера здесь, понимаете, Мертвое море вообще просто отдыхает там, я не знаю. Все это можно сделать. И вот я считаю, что как раз юбилей вхождения республики в состав Союза мог бы быть той вот отправной точкой, где бы мы, вся Россия, могли бы отплатить в хорошем смысле Туве за ту дружбу, за ту кровь, за то братство, которое Тува проявила в годы войны.